33.2. Как вы и ваши товарищи относились к тем солдатам, кто побывал в плену? Я сам не был в плену, и мои товарищи, которые со мной воевали, не были в плену. Ну, о них рассказывали после этой войны. Я встречал этих пленных, рассказывали. Вот один Султанов из Украины сюда пешком пришел, убежал из плена, вот Анвар Натасы. Он рассказывал мне, сначала спрашивал Ростов, пешком шел, от Ростова к Женалчи, а сам малограмотный, почти русский язык не знал. Вот и здесь встречал так. То, что со мной воевали, не я, то, что со мной воевали, никто не был в плену. 34 вопрос. Союзники СССР. 34.1. Что вы знали о союзниках СССР? Второй фронт, я же говорю, я слышал все. Ну, от союзников, вот что я хотел сказать. Вот там вопросы были, это какие-то... В 42 году еще нам давали ботинки, английские давали и американские. Вот это английские ботинки, они такие узкие были. Вот когда мы через военно-грузинские дороги ступали, люди хромали, вверх обрезали ножом. А мне попался желтый американский. Эти ботинки были замечательные. Я до сих пор помню, они ровно были нога, вот я был очень спокойный. И их консервы у нас нам давали, их консервы. 34.4. Какой помощи вы ждали от союзников? Союзников мы ждали помощь, вот это, чтобы они скорее открывали второй фронт. Ну, они затянули. Уже, когда они открыли, это не нужно, не надо было открыть, мы и так и догнали немцы до места. Когда надо открыть, вот когда у нас большая жертва была, когда большой труд носил, когда шла война под Сталинградом, под Москвой, вот тогда надо было открыть второй фронт. А когда мы уже пошли наступление, мы без этого второго фронта могли довести до Берлина немцев. Вопрос 35. Где и как вы встретили День Победы 9 мая 45 года? Что делали и что чувствовали? День Победы, вот я же говорю, мы как раз в мае месяца мы закончили курс, нас должны были отправить на фронт, звание младших лейтенантов, Тамбове. Вот это Тамбов такой город. Я оттуда шел на фронт, и там и кончился для меня война. Вот. И вдруг мне пришли, я не знаю, как-то рано утром, наверное, мяч такой бросили, вот все обнимают, кричат, победа, как-то такой шум подняли. Было такое, это в Тамбове, кавалерийском училище, вот, я там встретил. 36 вопрос. Какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет, отношения между людьми? Ну, я люблю смотреть всех это фронтовых, но мне особенно нравится, они сражались за Родину, это особенно смешной такой хороший, это отец солдата, да, такой есть кино, отец солдата. Ну, там они связаны, вот эти кубанские казаки, хотя это не, там особенно на фронте нету, но вот такие кино, это... Ну, вообще всех смотрю я это. 37 вопрос. Произведение какого писателя наиболее правдиво отображает войну? Произведение, ну в каком смысле, это художественный смысле, там я вот Пушкина одновременно читал, это нет, это военный, да? А военный, вот я читаю всех почти, самый лучший пишет Жуков, очень легко, у него там воды нет у Жукова, вот он так пишет, он о себе тоже пишет. Вот Жуков, когда началась война, пришел Сталину, говорит: Сюм Виссарионович, если мы Киева будем защищать, очень большое